Вот и закончилось короткое якутское лето, а вместе с ним подходит к концу и дачный сезон. Но несмотря на то, что на дворе сентябрь месяц, работ у дачников хватает. И сегодня мы вновь находимся в гостях у Иннокентия Аполлоновича, и он, как всегда, готов поделиться с нами полезными советами и лайфхаками именно для тех людей, кто действительно увлеченно занимается садоводством и огородничеством. Доброе утро! Доброе утро всем! Иннокентий Аполлонович, ну давайте начнем с того, что какие вообще работы еще можно провести в сентябре месяце, несмотря на то, что уже были у нас заморозки. Ну, прежде всего, это уборка. Уборка продолжается. Такие культуры, самые необходимые культуры, самые полезные овощи, свекла, морковь, они еще зеленые. То есть они фотосинтезируют, продолжают расти, несмотря на ночные заморозки. Многие дачники, многие сельские жители допускают хроническую такую ошибку. Начало сентября они уже торопятся все убрать. Тогда, когда свекла, морковь, можно до 20 сентября. Следить надо за прогнозом, за тускулом можно следить. Он редко ошибается. И убирать их попозже. То есть использовать наши скудные ресурсы, температурные ресурсы, водные ресурсы, осадки я имею в виду, полностью, максимально. КПД, чтобы коэффициент полезного действия повысить. Прежде всего, осенние работы – это уборка урожая. Во-вторых, что я делаю? Убираю ботву. Я убираю их не просто, стараюсь безотходное производство у себя организовать. Вот я отсыпаюсь, у меня новая большая грядка. Вся ботва не выбрасывается на улицу, она идет туда, под грядку, под почву. То есть стопроцентно растение используется. Свекла – это самый полезный овощ. Чем же он полезен? Он полезен своими витаминами и другими биологическими активными веществами. Очень много витаминов, провитамина А, витамина А, аскорбиновой кислоты очень много, много витаминов группы В, В1, В6, В12 и другие витамины. Наверное, у зрителей интересуются сортами, да? Какие же сорта? Я предпочитаю традиционные сорта. Среднеспелые и раннеспелые, так как у нас вегетационный лето короткое же, да? Вегетационный период очень небольшой, сумма активных температур небольшая, 1200 градусов максимум. Поэтому вот такие вот сорта, как Детройт, Красный шар, да, Цилиндра. Бытует мнение, что большая свекла она грубая, да, деревянистая, люди говорят. Я свеклу начинаю выращивать в середине мая, рассаду. На рассаду сею семена. Поэтому у меня растения молодые. И они никак не могут быть грубыми. Деревянистыми, много клетчатки содержать. Они у меня сочные, вкусные. И большие. Большие они у меня вырастают из-за правильной агротехники, из-за правильного полива, из-за того, какую я хорошую почву создаю. Видите, вот листьев мало, да? Да, хотелось бы узнать. Такое ощущение, как будто вы подстригли уже все здесь. Да. Начиная где-то с конца июля, очень огромные листья вырастают. Их бывает очень много, да? Вот я оставил один куст полностью с листьями, да? Вот у остальных их мало, да? Но они, вот это растение, листьев мало. И вот
обрубки крупных листьев. Листья где-то я трижды убирал. В конце июля, в середине августа и в конце августа. Вполне хватает для того, чтобы растение наращивало такие хорошие эти То есть корнеплоды. первый секрет это стрижка, которую вы делаете в Стрижка, течение да? лета. Нет, первый секрет это почва. Почва. Ага, почва. Почва у меня содержит где-то 10% старых опилок, 30% перегноя, 30% речного песка, не горного. Многие дачники ошибаются. Вот красный кильдямский песок, серый, там тоже горный песок добавляет. Горный песок, он кислый. Он не способствует росту растений. Вот смотрите. Итак, Листьев мало, а корнеплод вырос 1,5 килограмма. 1,5 килограмма. Есть еще более крупные экземпляры. Килограмма на 3-4, да? о, Вот. Буквально с Представляете? головы женщины. то есть Листьев, свою голову практически. листьев мало, а он 3 килограмма. И сочный, хороший. Поэтому Это площадей мало у большинства людей. У меня тоже 9 соток. Надо стремиться к большим таким показателям урожайности. Необходимо хорошую почву создавать, дефолиацию, то есть удаление старых листьев крупных. И третье, правильный полив. Правильный полив – это не каждый день надо поливать, а раз в 3-4 дня. Когда дожди идут, даже раз в неделю. Раз в неделю надо проливать не только на весь плодородный слой, а запасом туда, до вечной мерзлоты. Буквально заливать водой. И четвертый секрет. В прежних передачах вы видели, что я делал такой травяной настой. Те же самые листья огурцов, томатов, листья во дворе, да, которые растут, сорняки, такие сочные, с крупными листьями, как марь белая, лебеда, да. Я их сбраживаю в ванной, в старой ванной, и подкармливаю. Литр жижи на ведро воды, литр или 2 литра. Итак, вот еще одна грядка, да, и здесь мы уже видим совершенно другую культуру. Это морковь фиолетовая. Прежде всего надо сказать про предки моркови. Морковь многовенчиковая, называлась она. Родина Малая Азия, Закавказье. Оттуда эта культура была окультурена, начали выводиться сорта. И вот прапредок моркови был фиолетовый. Где-то в веке 16-17 голландские селекционеры, да, они вывели оранжевую морковь. Оранжевую. Фиолетовая морковь, она обрела второе дыхание. Вот совсем недавно появились такие сорта. После того, как биохимия растений развилась, да, установили, что прапредок был очень полезный. Чем же он был полезен? Он содержит антоцианы, которые придают такой красный фиолетовый цвет. Да? Антоцианы – это такие вещества, содержат очень много антоциана, поэтому они фиолетовые. И антоцианы эти, самые главные антиоксиданты. Наш век плохой экологии, да, много продуктов некачественных, химии, очень много консервантов применяется. Наш организм засоряется, и антиоксиданты, если так широко говорить, они очищают наши клетки, очищают организм в целом. И, во-вторых, эта морковь привлекла меня тем, что она высокоурожайная.
Сейчас мы вам покажем. Ага. Вот, Вот. смотрите. Вы Смотрите. представляете, какого размера может быть морковь? Ага. Ну, это что-то уникальное. 1,5 килограмма. Одна морковь 1,5 килограмма. И люди, наверное, подумают, что она жесткая. Я посеял где-то в конце мая, и она молодая морковь. Причина, опять же, такая, что такого большого роста в том, что почва богатая, полив тоже проводился правильно, и многие приемы. И удалял, вот обратите внимание, старые листья я своевременно удалял, оставлял немного на вегетацию. И хватило, чтобы вот такой вот экземплярчик вырос. Середина сентября, и многие дачники уже выкопали картофель. А мы видим, что у вас картофель еще по-прежнему в грядке. Почему? Этот опыт я приобрел у своей бабушки в Амгинском районе, поселке Амга, Марфа Иннокентьевна Иванова. Вот, она убирала после того, когда ботва полностью была завядшей, да? Становилась завядшей. Я спрашивал, почему вот соседи у нас убирают пораньше. Она говорила, когда картошка лежит дольше, ну, где-то до минус 7 градусов, до конца практически, до 3 декады сентября, у ней утолщается кожура и повышается лёжкость. У нас длительная зима же, да? Ее хранят в погребе, картофелехранилищах, в гаражах хранят, да? Ну, кто во что гораст. И вот этот вопрос очень злободневный, да? Когда картошка начинает прорастать, образуется солонин, ядовитое вещество. Поэтому кожура, если толстая, картошка убрана поздно, она прорастает поздно, и хранится дольше. И лучше. То есть это еще один такой секрет. Хотите хороший картофель, подождите, да? Вот ничего. Я поздно посеял. Ага. Ну ничего. Ага. Килограмма 2,5, да, с лунки. Вот эту рядом стоящую выкопаем. Нет. Вот эту. Я где-то 10 июня из-за экспедиции поздно посадил. Она мелковатая, оказывается. Ну ничего. Все равно выросла. Ага, хорошо выросла. Ну а сейчас мы переместились на уже совершенно другую локацию дачного участка Иннокентия Аполлоновича. И, наверное, многие подумают, что здесь вокруг нас происходит. Недоумение, да? Да, что же это такое? Иннокентий Аполлонович, рассказывайте. Вот сначала посмотрим, да, вокруг, под моим двором, да, все скошено. Для чего я скашивал? Где-то получилось не менее 3 тонн сена. Я их скосил где-то в начале августа, своевременно, когда травостой содержал наибольшее количество питательных веществ. Благо дни стояли такие сухие, получилось такое качественное сено. Мы его делали маленькие стажки, потом все перетаскали и равномерно настелили. Участок здесь у меня, край участка сырой, летом вода. Мы ее возвышаем за счет сена, и потом, это во-первых, да, во-вторых, это сено в последующем будет прекрасным удобрением для моих будущих растений. Ага. А поверх этого вы видите
опилки, да? Да. Опилки вперемешку со стружкой. Для чего я их настелил? Я их настелил, чтобы, во-первых, опять же повысить свой участок, отсыпаться, а во-вторых, настелил, они уже лежат где-то дней 20 у меня. Фенолы, которые содержатся в свежих стружках, опилках, они улетучиваются. Это вещество, которое легко переходит в летучее состояние, то есть теряет свою вредность. И в-третьих, опилки потом, перепрев, начинают в землю превращаться, тоже обогащают почву. Поверх этого будет и песок, и перегной, и земля. То есть это такая супер грядка, да? Это грядка, да? Да, и при этом максимально мы используем все то, что есть рядом, да? Это сено, это опилки, безотходное производство. Да, и потом будем убирать сорняки еще, скашивать во дворе, да? Ну, скажем так, траву. Уже делаем это и сюда же. Тоже сюда. Безотходное производство. Все на пользу. Видите? Ну и вот сейчас это все такое воздушное, невесомое, да, состояние. Ну а потом это все утрамбуется, да? Утрамбуется. И вот сколько потом может прослужить эта грядка? Потому что многие могут подумать сейчас, что ну а что она? Она, скорее всего, потом провалится, там, осядет, и толку в ней не будет. Я сам растениевод по специальности, кандидат сельхознаук. Ну, я уверен, что лет 10 не надо будет это поле удобрять. Никаким другим удобрением. Просто рыхлить и поливать. Мы продолжаем сбор урожая на дачном участке у Иннокентия Аполлоновича, и перед нами помидоры. Вот в чем их прелесть, в чем здесь секреты и почему их так много? Вот это вот наш якутский сорт. Хаяхсыт называется. Многие знают, особенно дачники, сельчане наши. Они знают, последние годы идет буквально бум. Люди охотятся за семенами этого сорта. Видите, вот это вот все, это одно растение. Но, конечно, я оставил выдающееся, одно из самых лучших растений. И, к слову, надо сказать, что собираем третий урожай. До этого дважды были где-то ведро с этого растения было уже собрано. Ведро. И то есть успело еще вот столько вырасти? И да? мы сегодня, продемонстрируем. Ждали съемочную группу, они чуть-чуть подмерзшие, но их заморозим и будем в разных блюдах использовать. Мы именно хотели показать, как, да, Вот. почему мы задержали. Одна ветка. Одна ветка, а на ней порядка, наверное, там 25-30 помидоров. Вот. Все это уберем. Ведро 20-литровое. Тут есть риски. И посмотрим, сколько же получится. Вот смотрим. 10 литров. С одного куста? С одного куста третий урожай. Выходит, хаяхсыт может наращивать 20 литров, да, если по ведру измерять плодов. То есть берем на заметку, тут все дело в сорте. Сорт наш Института биологии, автор Семен Романович Попов. Для тех, кто смотрит наши выпуски постоянно, наверное, будет очень интересно узнать, что же у нас вышло с нашим небольшим экспериментом, который мы проводили весной. Весной этого года Иннокентий Аполлонович показал видео, которое распространилось в сети, да, о таком эксперименте. То есть люди садили картошку не в землю, а на картонку. На картонку. И мы решили также провести этот эксперимент, и в течение всего лета картошка росла.
Иннокентий Аполлонович поливал. Ага. Это эксперимент. Мгм. Натуральный полевой эксперимент. Ну, правда, в однократной повторности, но полевой опыт, скажем так. Давайте напомним, Ага. значит, у нас идея И- была какая? Несколько слоев картонки мы выкладывали. Ага. Поверх мы 2-3 слоя картонки, поверх клали 3 семени, немножко компоста, а все остальное вот трава от весенней уборки двора. Ага, скажем, сухая трава. И посмотрим, что же получилось. Результат может быть и хорошим. Я ничего не гарантирую. Да. Это опыт, это впервые. Итак, Ага. смотрим. Ну, Посмотрим. ботва есть, это уже хорошо. Ботва есть. Она была не очень так ботва, кстати. Вот. Ага. Ну есть же картофель-то. Есть картофель. Оп, обратите внимание, какого размера. Вот. Картофель вырос. Это один кус мы вырываем такой. Картофель вырос. Наиболее хорошей ботвой. Ага. Ой. Обратите внимание А. на этот размер картофеля. Мгм. То есть эксперимент удался, Иннокентий Аполлонович? Можно вырастить картофель на Вот картонке, еще. да? Небольшая. Ага. Вот еще. Ну вот. А мы переживали. Ага. Ну все, кажется, Это с одного кустика. с одного кустика. Вот уже картонка. Уже картон Мгм. пошел. Ага. То есть с научной точки зрения, Вот, Иннокентий Аполлонович, ну, где-то килограмм, да? да, это Килограмм-полтора, наверное, получилось с одного куста. С одного куста. Вот этот метод применим для севера, для наших северных районов. Там вечная мерзлота вообще начинается где-то после 30 сантиметров. А они взяли несколько, даже не 2-3, а 4-5, чтобы изолировать холод. Посадили картошку, укрыли компостом. Ну, компост может там торф послужить, да. Торфа много, благо в тундре. И травы сухой. Трава тоже растет на северах. То есть теоретически вырастить картофель таким методом возможно, это реально, главное было бы желание. Да. Вот смотрите, какая картофелина получилась. Если на старинную меру измерения ну, мы посадили такое, да, такое семечко. Ну, сам 10 получилось, да? Ну да, мы садили вот такую картошку, а получаем вот такую. Вот такие. Здорово. Ага, сам 10. Ну, куль посадили, значит, сам 10. 10 кулей получили. Это называлось сам 10. Ага, вот так вот. Ну что, Иннокентий Аполлонович, спасибо большое вновь за такую полезную и нужную информацию. Ну и давайте напомним телезрителям о том, как последняя работа это когда дачные надо уже все завершать, успевать. Крайний срок. Я на даче допоздна живу, да, практически до ноября. И работы все равно нескончаемо много. То есть главное... Всегда найдешь, не то что найдешь, работа просто очень много. И землю надо завозить все равно, несмотря на осень, и опилки, и песок. Надо и убираться, что-то до замерзания пересаживать. Одни растения туда, другие сюда. В общем, Вот. работы у вас хватает аж по ноябрь месяц. Непочатый край. Непочатый край. Ну и мы не прощаемся с вами. Мы уверены, что уже весной этого года мы вновь приедем к вам в гости. И опять будем говорить о том, как же все-таки вырастить хорошие, прекрасные овощи, растения, деревья. Ну и, я думаю, вы у нас все-таки кладезь знаний, человек опытный. И я думаю, эта полезная информация будет просто необходима для многих наших телезрителей. Увидимся. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.